Тайна самолета, совершившего аварийную посадку вблизи поселка Мандыч Сытовдинского района в 1947 году, вскоре может быть раскрыта. Участникам квадроклуба «Сусанин» в результате экспедиции удалось поднять на поверхность часть двигателя с серийным номером. Предположительно, это самолет американской марки «Дуглас». Евгения Кладкевич пообщалась с участниками экспедиции. 24 июля. Свой путь из Сыктывкара колонна квадроциклистов начинает в 9 утра. До места, где предположительно находятся обломки американского «Дугласа», порядка 50 километров. Большая часть пути – лесное, бездорожье и болото. Через пару часов экстремального пути цель достигнута. Вот, это похоже на двигатель. Тарас, нашли тебе мотор новый на стел. Ой, Тарас. Тормози. Тормози. Пусть вода сейчас. Часть двигателя, шасси, винты и множество других мелких деталей. О том, что все это предположительно от американского самолета «Дуглас», стало известно осенью прошлого года. Внести ясность относительно модели тогда не удалось. Двигатель с серийным номером самолета поднять на поверхность экспедиторы так и не смогли. Сейчас получилось. Случайно. Наша цель была, собственно, подтвердить координаты, то есть точку. Наша цель была не что-то с ними делать, наша цель была найти. То есть либо есть там эти остатки самолета, или нету. Вот и все. То есть вот планы стояли такие. Дальше у нас там никаких других планов не было. То, что мы там произвели какой-то небольшой подъем двигателя, это как бы в план не входило. Вокруг самолета, что совершил аварийную посадку под Мандычем в 1947-м, изначально было немало споров. Одно время предполагалось, что это вовсе не «Дуглас», а Ли-2, его советская копия. В те годы выполненная по американским образцам, модель была одной из самых популярных в СССР. Поставить точку в споре, русский или американский это самолет, как раз и позволит серийный номер двигателя. Его участники клуба отправят на экспертизу. Мы хотим, чтобы это было не как-то сделано узким кругом, придать этому немножко огласки и, официально передать, что ли, вот эти вот остатки куда-то, кому-то, чтобы они... Потому что я допускаю, и мы допускаем, что оставив их там, их могут просто разграбить. Действительно, металлоломщики, им не чуждо какие-то вещи, они готовы сдавать все абсолютно вообще. Это реально самолет старого времени. Это однозначно можно сказать, что это не современный самолет, это старого времени. И хочется его где-то оставить, чтобы люди могли приходить, посмотреть, вот так вот, не ехать за 3-9 земель куда-то в какое-то болото. Двигатель, как и другие части самолета, участники клуба планируют вывести примерно через месяц. Сейчас идет активная подготовка транспорта и необходимого оборудования. В планах передать детали самолета в Музей истории гражданской авиации в Сыктывкаре. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.